Здравствуйте, мои дорогие друзья. Вы снова со мной на канале «Как-то так у Левы». Ну и будем сегодня снимать то, что я сегодня делаю. Планы были совсем другие, но, как говорится, мы предполагаем, Господь располагает, поэтому мои планы ушли на второй план, потому что, как всегда, как фурия, ворвалась сегодня Танзила. Мама, нужно быстро сделать заказ. Принесла мне, что нужно для заказа, закинула и убежала. Ну и будем вместе с вами делать этот заказ. Это просто куриные отбивные. 12 штук куриных отбивных, она сказала, нужно сделать. У меня, как я говорю, были планы другие, но что поделать. Сейчас я переверну камеру, и мы будем потихонечку с вами работать. Конечно, желание работать, честно вам признаюсь, не работать, ничего делать нет, но сама себя как-то подгоняю. Ну, сейчас переключу камеру, и потом мы с вами, делая что-то, будем общаться. Ну вот, друзья, вот такие вот 2 курочки Танзила принесла. Как видите, нам нужно, конечно, только грудка. Просто Танзила сказала, что мама говорит, 2 грудки взвесила, они, говорит, выходили, потянули, говорит, на 900 рублей. Я, говорит, решила взять лучше 2 курицы. 2 курицы потянули на 1000 рублей. А так, говорит, хоть остальное все останется дома. Так что сейчас я быстро приготовлю отбивные. А из курицы, наверное, что-нибудь приготовлю. Или просто пожарю остатки. Да, и Танзиле там на обед отправлю. И нам будет. Что-нибудь придумаем, друзья. И с оставшимися. Так, немножечко быстренько так почищу, разговаривая с вами. Скажу вам честно, я не знаю, будете ли писать или нет, но, конечно, на душе, опять-таки, повторюсь, и муторно, и страшно, и не знаю, что будет завтра, и эта неопределенность, все, и все, что происходит у нас, не сказать, об этом тоже я не могу как-то умолчать, потому что мы все знаем, что у нас происходит. Но я не буду глубоко об этом затрагивать, об этом говорить. Спросить меня, это сейчас не имеет никакого значения, что я буду говорить насчет этого. Единственное, что, друзья, вот то, что я уже повторюсь, то, что мне помогает, это вера все-таки в лучшее, надеяться на лучшее, уповать на Всевышнего, молиться и давать садака, давать милостиню. Любую, кто бы ни был, какой бы веры мы не были, какой бы нации мы не были, давать милостиню. Только милостыня и только просьба к Всевышнему может остановить все, что у нас происходит. И будем надеяться на все хорошее. Все-таки нельзя, чтобы страх взял верх над нами. Я сейчас не говорю умные вещи, я говорю все, что я прочувствовала. Да, у меня был страх, да, у меня была паника, да, у меня мне было очень плохо. Но благодаря моим девочкам, благодаря друзьям, благодаря даже моим собственным же девочкам, я имею в виду девочкам, дочкам моим, девочкам из моей группы, я немножко успокоилась. Мои дочки меня успокоили. Мама, если что-то должно быть, то оно произойдет. Это не в наших руках. Просто, говорит, мама, успокойся, молись и живи дальше. Я говорю, они мне вчера... Мадина мне говорит, я говорю, Мадина, я не хочу снимать, я не хочу не снимать, я не хочу ничего делать, я не хочу готовить. Она говорит, мама, успокойся и живи, как живешь. Что бы ни произошло, мы же, говорит, должны жить, пока нам отведено. Сколько нам Всевышним отведено, мы должны жить. Мы должны продолжать все, что мы... Ну, как у нас получается, что все, что идет, все, что как надо. Я благодарна им, я благодарна своим девочкам, я благодарна Всевышнему, что я все-таки успокоилась. Ну, конечно, и медикаментозно. Без этого тоже не получается. Ну, пью просто... Еще мне прислали же чаи, вы видели, я пью эти успокаивающие чаи. Огромное спасибо Иринке, моей подруге, моей сестричке уже. Поэтому давайте не унывать. Я не вызываю вас, конечно, радоваться, смеяться, все такое, но просто страшно не унывать, молиться. И опять-таки, повторюсь, я не знаю, понравится ли кому-то, что я говорю. Вот давать милостыню и успокоиться. И взывать Всевышнего еще раз и еще раз. Молиться, молиться и молиться. Все, что мы можем в этой ситуации сделать. И надеяться. Мы надеемся, что все-таки мир восторжествует и все будет хорошо. Алхамдулилlah. Я очень надеюсь, хвала Всевышнему,
что все это так и будет. Вот так вот, друзья. Ну вот, будем продолжать. Так, я немножко эти пенечки, перышки убрала. Теперь я их опалю, этих курочек. Так. Так, ну сейчас я быстренько опалю их. Так, ну я просто сейчас одну грудку помыла, потому что сначала справлюсь с заказом, а потом уже спокойно перемою все, что нужно. Кожица нам не нужна. Так, ну вот, все, друзья. Я пока замариновала нашу курочку. Тем временем мы займемся, пусть она маринуется, сделаю зажарку. Зажарку, все подготовлю. Включу свою же духовочку, чтобы она разогрелась. И будем продолжать работу с вами.
Так, мои дорогие, зажарку поставила жарить. Пока со штатива снимать не буду. Телефон вы, наверное... Ну, зажарку не обязательно, наверное, показывать, да? Сейчас подготовим помидорчики. Натрем сыр. Духовку, как я сказала, я уже включила. Порезала руку, не знаю даже как. Почему-то сверху ножом. Просто в руке был нож, и он острый очень. Нет, это тот. Вот теперь одела перчатку. Или пластырем залепила и перчатку одела. Так, ну вот зажарка жарится, как видите. Посолю, поперчу. Так, натрем сыр быстренько. Сыр моцарелла, друзья, он очень хорошо тянется, когда расплавляется. А можно любой, если хотите. Не обязательно моцареллу. Можно любой твердый сыр. Но моцарелла удобнее. Так, может быть, мелкой теркой, как вы думаете? Хотя он расплавится и так без разницы. Так, ну вот все, зажарка готова наша, друзья. Будем делать наши отбивные.
kvass det qohdoq tisha dat svaldoq isha hulla khadik illi balla fajrda kurdi aluzabi dirdoq hotu khali ezdi bunaq chinside shlami hut khazri shusinin qist erzi marshon sasina chsigale شدي بخا خالص وامر ضاغ شيل الشوطة شي مخلي زهارة ديك غلغا شوطة مسسنا إلى جحي خكار بحونا خيرا هارن ينبحون زيالة حلخر زامن سويدا شخوك يولش غلغيتي ماشا يا خاتيقا عادة تخمى دولة نوجة تدي جويدي دوشا حسن ديك جبونا خشلور بوديني قلغيقا من أولة شدي بخا خالص وامر ضاغ شيل الشوطة شي مخلي زهارة ديك غلغا شوطة مسسنا إلى جحي خكار بحونا خيرا هارن ينبحون زيالة حلخر زامن سويدا شخوك يولش غلغيتي ماشا يا خاتيقا عادة تخمى دولة نوجة تدي جويدي دوشا حسن ديك جبونا خشلور بوديني قلغيقا من أولة Tebis
вот, друзья, теперь ставим в духовку на минут 30-40. Так, не буду показывать, как ставлю духовку. Я все-таки косынку повязала сзади, хиджаб сняла, потому что жарко, друзья. Так, все, уже готовы мои эти запеканочки, да? Или как их назвать? Сейчас вынимаем. Машину я уже вызвала. Так, вот какие они получились. Можно было бы еще поджарить сверху, но что-то я хочу отправить их побыстрее. Немножко просто еще сеточку сделаю вот такой вот. Можно было бы сделать корочку, девочки, но, друзья, нужно к обеду. Так, все. Теперь боялась, что подхватила пергамент. Нужно как-то, чтобы... Вот это тоже, наверное, лучше сюда поместится. Пока это подставим. Следующий. Так, сколько там получилось? У нас 4, да? Поместилось. Интересно, видно хоть, что я делаю? Ну, сюда только 3. Сюда уместим, чтобы больше контейнеров не использовать. Все. Убираем. Так, приготовила помидорки для украшения. Друзья, так, по-моему, я тихо говорю, да? Так, это все-таки я развалила, мне кажется. Так.
помидорку. Я, конечно, небольшой мастер украшений, но чтобы более-менее было красиво, стараюсь. Наверное, трошечку лучше. Так. Ну что, нужно еще что-нибудь, как вы думаете? Перебор тоже бывает нехорош, да? Все нужно делать, наверное, в меру. А сверху сами, наверное, присыплют зеленью. Или как вы думаете? Мелко покрошенный насыпать? Друзья, вот такой вот заказ я выполнила 12 куриных отбивных. Отправляются в магаз.